Всем привет! Мы находимся в Снегирях. Здесь мы построили год назад шикарный дом из бруса. И сейчас мы выполнили внутреннюю черновую отделку, сделали утепление пола, настелили фанеру, утеплили кровлю. Пойдемте посмотрим эту работу. Как видите, пол готов. Фанерный пол готов. Четко, аккуратно. Фанера раскидана, разложена специально в шахматном порядке, так нагрузки выдерживает лучше. Как видите, мы все идеально прочерчиваем, чтобы каждый саморез четко попадал в влагу. Не куда-то в сторону, а влагу. То есть наш принцип: мы сначала 7 раз отмерь, да, прочерти, потом 1 раз отрежь. Также мы видим, что мы сделали утепление межэтажного перекрытия, точнее шумоизоляцию. Здесь была сделана шумка в 15 сантиметров, специально настелили пароизоляционными пленками и герметично все проклеили лентами. Лентами проклеивали как сами пленки, рулоны, так и по примыканию стены с пленкой. Все очень герметично, чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель и утеплитель не разрушался. То есть первый этаж, пол у нас есть, потолок полноценный есть. И здесь мы сделали еще функциональные зоны. Здесь у нас санузел, а здесь котельное помещение. Большая просторная кухня-гостиная. Здесь оконный проем не видно, но он есть, он будет, пока заделан. Большие панорамные окна. Восточная сторона. Кстати, заметьте, окна реально большие. Большие окна, они украшают фасад дома. Делают дом благороднее, красивее, богаче. У нас получается восточная часть, южная часть и западная. Очень большие здесь окна. То есть вся кухня-гостиная будет озаряться естественным солнечным светом. Реально будет классно. И несмотря на то, что окна реально большого размера, холодно в доме не будет. Потому что современные окна, они с толстым профилем, обладают хорошим теплосбережением. Сейчас за это переживать не стоит. Современные нынче окна, не деревянные, где все сквозит. Давайте пройдем на второй этаж. Пирог, который мы испекли, межэтажный пирог, да, деревянный пирог. Здесь идет доска, которая удерживает то наполнение, что идет внутри. Внутри идет 15 сантиметров шумоизоляции. Далее идет опять пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель. Или шумоизоляционный материал. Ленты герметичные, сама фанерная лага, которая выравнивает основание пола, и фанера четко в уровень. Вот такой мощный пирог межэтажного перекрытия. Мощный, надежный и крепкий. Пойдемте дальше. Ну, есть же в этом строительная красота. Я прошу вас тоже оценивать. Я понимаю, что вы не можете... Я буду акцентировать. Все-таки акцентировать на эту строительную красоту, которая есть. Надо просто присмотреться. Как фанера разными листами в разном шахматном порядке была уложена. Как было прочерчено все. Как закручены за подлицо практически саморезы. Да? Как все аккуратненько и четко. Четко по линиям. Вот обратите внимание. Чик-чик-чик-чик. Все в разбежечку. Все очень аккуратно. Это, это надо видеть. Подойди, пожалуйста. То есть как вот сначала все размечается, риски ставятся. Это же не на глаз все делается, как делают многие. Аккуратненько. То есть сделали риски, четко знаем. Вот видите, здесь и здесь выбиваются четко линии, определяются, где идут лаги. Четко в нужное место. Вот такой подход должен быть. У нас он есть. Ладно, идем дальше. Кровля. Потом мы приступили к кровле. Если скаты утепляются очень просто, просто мат. Дальше следующие маты перекрывают следующие маты. Все просто. Вот эти элементы, скатные поверхности, вот здесь идет философия, потому что здесь идет подрезки. И в угловых соединениях всегда люди косячат. Строители часто косячат. Это мы проходили. Особенно, когда идут сдвоенные доски, яндовые, да, несмотря на утепление скатов, с щелей потом с внешней стороны задувает, или тепло, точнее, выходит наружу, и тот снег, который скапливается на скате, он тает, когда таять не должен, и образовываются вот здесь на улице, вот там
Громаднейшие сосульки. Утеплили 15 сантиметров. Сначала один слой, потом следующий. Утеплили герметично, все прекрасно. Потом кинули брусок горизонтальный 50 на 50 и утеплили еще пятеркой, чтобы перекрыть мостик холода от самой стропильной ноги. То есть 20 сантиметров мощного качественного утепления. Ну, а так как еще мы понимаем, что все тепло идет снизу вверх, здесь будет весьма тепло и очень даже, то есть крыша герметичная, здесь будет очень даже тепло. Теплопотерь не будет вовсе. Здесь дальше пойдут просто стойки, тоже пойдет 15 сантиметров утепления. Так потихонечку и идет строительство и, в данном случае, черновая отделка в доме. Так что, дорогие друзья, дорогие сыктывкарцы, если вам необходимо построить дом вашей мечты, смело обращайтесь. Будем рады вам в этом помочь. Ну или хотя бы помочь в консультации. Приходите. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Все, будем вас ждать. До встречи. Пока-пока.